Привет. Привет. Чё, как поживаете? Да, все нормально, все потихоньку. Как вы? Все хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, понятно, откуда вы? Город Грозный, Чеченская республика. С самого Грозного? Да? Ну, был однажды, На скажем так. войне, наверное. Ну да. Ясно, ясно. У меня пост был, где называется, ну, вернее, его потом выкопали, этот памятник, чечен, ингуш и русский. Три дурака назывался у нас в центре. Да, все правильно. Три дурака назывался. Вот на этой площади у меня был пост. Ясно, ясно. А в каком году? В 2002. Ну, во вторую, когда против международного терроризма. Ну, получается, да. Ага. А вы сами откуда, как зовут? Меня Аслан. Андрей меня зовут, город Печора. Печора? Да. Ага. Ну, в 2002 жарко там было, очень жарко. Жарко было, жарко. Разговора нет, было жарко. Да. Ну, а вот я тоже участник боевых действий и ветеран боевых действий. И как вы считаете, правильно все было или неправильно? Ну, сейчас уже сложно судить. Сейчас уже очень сложно судить. Потому что, ну, в то время, вот, да, как бы, да, там, э, взрывы там в Самаре, там, еще что-то, контртеррористическая операция была там. А в данный момент, ну, прошло уже сколько, 20 лет, теперь уже получается, что непонятно, вообще непонятно. Не надо было воевать или надо Э, было? Честно говоря, ну вот не знаю. Честно говоря, не знаю. Вот однозначного ответа такого нету. А Ну, во всяком начиналась, случае, а а? начиналась как, помнишь, война? Что? Начиналась как, помнишь, война? Я помню, да. А как? Ну, начиналось отделение республики, террористические вот акты, вот, которые там в Волгодонске, которые были, допустим, там захват Беслана, Ну, допустим, Беслан это в четвертом, по-моему, году был, или в пятом. не четвертом году было. Это было раньше, по-моему, втором или нулевых где-то. Нет, это Беслан был в 2004 году. Не четвертом году, не четвертом. Однозначно не четвертом году, потому что в четвертом году я был в Чечне. Это уже было до этого. Норд-Ост. Э, ну, так. 1 по 3 сентября 2004 года захват заложников, предъявление требований к властям там, и так далее. А И в так далее. четвертом году? Да, с 1 по 3 сентября 2004 год. Возможно, ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Ну, сколько времени прошло. Мгм. А вот Волгодонский, то, что помните, грузовик взорвали около дома, Ну да, помню. помнишь? И там много погибших было. А до этого в Буйнакске был тоже взрыв дома в Дагестане. Потом два в Москве, на Каширке. Нордокс очень хорошо помню. Ну, Нордос тоже был после. Я имею в виду начало вот этих, когда мы террористов мочить начали. Помнишь, Путин сказал, мочить в сортире будем, туда-сюда. Это в 99-м году было, когда Буйнакский дом взорвали, потом два в Москве взорвали, потом в Волгодонске. И вот при попытке подрыва пятого дома в Рязани Мгм. задержали террористов, помнишь? Ну да. Патрушев сказал, это учение там и так далее, и так далее. Что это был сахар, не было никакой взрывчатки. Получается, получается, мы с тобой контртеррористическую операцию проводили не против тех террористов, кого надо было. Оказывается, не чечены взрывали, а ФСБшники с Патрушев с Путиным. А мы с тобой пошли чеченов мочить. Вот дураки, да? Ну, возможно, да. Да. Немножко лоханулись. Опять же говорю, возможно.
немножко лоханулись даже. Я вообще против Путина и Патрушева. Ну, это твое мнение, почему нет? Ты Да, имеешь да. право думать как хочешь. Это, Ты свободен судить. это террористы и ублюдки. Я за Рамзана Ахматовича. Ахмат Силас. А Путин, я хочу президентом Рамзана Ахматовича. А Путин это черт, которого нужно посадить. Он убийца и террорист. И вместе с Патрушевым. А Рамзана Слышишь, ну, Ахматовича президентом России. Нам Сталин нужен, понимаешь? Сталин. в то время, когда я служил, очень много было баек, те, которые нам, ну, вешали на уши. Допустим, 9 мая кто взорвал Где? Кадырова? Кадырова? Да. Патрушев взорвал. Патрушев. ФСБ взорвало. Путин сделал ставку на Кадырова-старшего, а Патрушев хотел свой контроль, потому что тогда подвинули всех военных, ментов и даже ФСБшников. Ну, ФСБшники, конечно, при власти остались, но в основном это были лояльные Путину товарищи. Слышишь, а у нас была байка такая, что все-таки сын взорвал отца, чтобы взять власть в себя. Да, такая байка гуляла на самом деле. Да, есть такое. Да, Была такая байка. Была да, такая байка. да. Ну, все равно, видишь, какой он серьезный мужик. Если даже он отца, если это правда, если он отца мочит, то представь, как он в России порядок наведет. Представь. Ну да, согласен. Абсолютно беспринципный, как положено русскому царю, будет как Сталин. Так и должно быть, я так считаю. Согласен, Вообще-то. согласен. А как к своей специальной военной операции относишься на Украине? Война это всегда плохо. Война всегда Ну плохо, почему всегда плохо? Мы обидно. же империя, мы Ну, должны расширяться, правильно? нет, неправильно. Мы не империя, мы Как не империя? Ты чё, мужик? Как не не империя? империя. Ну как не Мы империя? не... Всегда была. Нет, ты ошибаешься. Мы не империя. Ну а как тогда? А что тогда Чечню присоединяли, тогда столько крови пролили? 300 тысяч граждан убили, 42 тысячи детей убили. Ну что говоришь? И что, просто так что ли? А, ты в этом контексте начинаешь мне поворачивать, да? Нет, почему поворачивать? Я тебе как есть Нет, говорю, как не империя? нет, ты сейчас Нет, повернул. смотри, ты в 2002 Повернул. году кем был? Ментом Слышишь, был или военным? ты сейчас повернул тему вообще интересно. Очень К- интересно повернул тему. Ну, ну смотри, ты в 2002 Но ты военным был или вроде ментом? соглашаешься, в то же время ты повернул тему, очень сильно повернул. Как повернул? Ну, 30 тысяч Ну, убили граждан Чеченской Республики вот, Ичкерия. Убили. 42 тысячи детей убили? Убили. А ты кем был? Ментом был? Или военным? ментом. Ну вот, мусор, значит. А что мусор там делает, скажи мне? На чужой территории, в чужом государстве. О, Пенсию как хотел ты получить? повернул. Или квартиру без О, как ты очереди? повернул. Слышишь, о, как ты повернул, да? Как повернул? Как есть говорю. Прямо тебе смотря в глаза говорю. Не. Ты ось разговора ты повернул на Ты много 180 убил детей, градусов. расскажи. Чеченских детей много убил? А ну покажи руки. Кровавые у тебя или нет? Просто интересно знать, сколько детей чеченских убил. А? Антитеррорист. Ну рассказывай давай. Поехал, воевал, сидит такой весь на голубом глазу. Да я в центре стоял, а ты знаешь, что это моя столица? Это моя родина. Ты зачем туда приехал? Путин с Патрушем взорвали в России дома, а ты приехал нас в крови топить. Ну ты вообще соображаешь вообще? Ты думаешь? Ты в Москву должен был ехать, Лубянку штурмовать. А ты пошел, у 3 дураков там стоял, детей чеченских, там, копейку стриг, да, за проезд. А ну давайте, Тим, давай, Тим, помнишь? 10 рублей, Тим, давай, вы стояли на каждом посту, стригли. Забыл? А? Егорушка, как же так, а? Ты лоханулся, получается. Русских они взрывают, а ты нас убивать приходишь. А я на той стороне был, вообще-то, против тебя, по таких как ты. А за что вы к нам пришли? Я у тебя, где ты там? У тебя что ли ставил пост? Ты у меня ставил пост. Империя самая настоящая, как не империя. Люди хотят жить свободно. Ты приезжаешь и соучастник вот этого геноцида.
А теперь ты рассказываешь, мы не империя. Империя. И сейчас вашу империю будут разимперивать в Украине. Понимаешь? Нашла, как говорится, коса на камень. А за все будете отвечать. И Путин ответит, и Патрушев, и Кадыров ваш ответит. Ублюдочный. Сидишь тут, рассказываешь, герой. Я в Чечне был. Туда-сюда. Ты соучастник геноцида, дорогой мой. Ты соучастник военных преступлений. Понимаешь? Сидит там. Война это плохо. Хорошо, хоть под старость лет понял, что война это плохо. Ну чё, не прав я, скажи мне? Не прав? Нет, я тебя слушаю, говори, говори. Да я говорю, я уже все сказал. Я скажи, не прав я? Возрази, если я не прав. Или согласись. У тебя все, дальше ты уже говорить больше не можешь, да? Почему? Я могу просто, я хочу твое мнение Говори, узнать. говори, я слушаю. Ну вот я тебе задаю вопрос. Я не перебиваю. Я не Прав я перебиваю. или нет? Скажи Говори. мне, прав я или нет? Говори, я тебя слушаю. Я тебе сказал все, что хотел. Тебе, Я говорю, ты соучастник моё мнение геноцида. вообще, я смотрю, меня интересует. Не интересует. Так Интересно, я же что поэтому говори задаю тебе свое мнение. вопрос. Я же тебе Не поэтому... надо мне вопросы. Я не хочу. Я хочу выслушать твое мнение. Ну, я же тебе сказал все мое мнение. Вот Террорист рассказывай, Путин вместе с террористом Патрушевым Рассказывай. взорвали дома русских, 307 русских убили. Это только про дома мы говорим, 99-м. А были еще взрывы метро, автобусов, там переходов, там троллейбусов, железнодорожного вокзала. Это все было. Я чеченец, я все это на своей шкуре испытал, потому что все на нас это валили. А потом сказали, мочить будем в сортире. И пошли мочить чеченов. Вот тебе здрасте. А что мы вам сделали? Ваших ФСБшников, двух мужчин и одну женщину в Рязани задержали при попытке подрыва 5-го дома в Рязани. Об этом вся Россия знает. А нет, будем мочить чеченов. И все пошли мочить чеченов. Ну что это такое? Неужели не нашлось в России офицера, русского офицера, который за этих 300, хотя бы за этих 307 русских убитых женщин, детей и стариков, спящих в своих домах, не нашелся человек, который пошел бы на Лубянку? Не нашелся. Из 190 миллионов не нашелся русский офицер. Он пошел топить чеченцев в крови, убивать женщин и детей чеченских. Вот так вот. Сказал. Вот тебе правда. Под старость лет. Услышал правду? Услышал. Да. Слава Богу, услышал. А теперь в Украине мы не империя. Как же вы не империя? Империя самая настоящая. Под видом федерации. Вы под видом социализма Советского Союза были империей. По идеологии коммунизма. Ну, империя, когда царская империя была, империи были. И вот сейчас под видом демократов изображаете себя демократами и являетесь империей. Вы имперцы, самые настоящие. Имперец для меня, для свободного чеченца, фашист самый настоящий. Русский империализм абсолютное зло на этой земле. Абсолютнейшее. И сейчас мы видим по Украине, как происходит. 126 тысяч уже ваших оккупантов там убито. Уже даже и не ваших, насильно мобилизованных уже убито, которые вообще ничего против этой Украины не имеют. Их посылают уже насильно. А знаешь почему? Потому что такие, как ты, делали так, что этот режим укреплялся в 2002 году, убивая чеченских женщин и детей. Вот и все. Очень интересно рассказываешь. Как есть, говорю. А возразить тебе дальше, нечего. А возразить дальше нечего. говори, я слушаю, я ж не перебиваю. Ну Слушаю, что мне одно и то же я, повторять? я впитываю все это. Да уже ты уже в твоем возрасте все это сам должен был знать. Сидит он, я в Не-не-не, Чечне воевал. Ты же мне глаза открываешь. Давай, рассказывай дальше. Да что тебе глаза, ты же сам знаешь прекрасно. Прекрасно все Не-не-не, знаешь.
откуда я знаю? Просто Мне, секундно. Вы боитесь ну, признать правду. Скобеева сюда вот в мозг вбило, это там сильно, очень сильно вбило. А Да, ты мне да. глаза открываешь. Ну, Да давай, просто боитесь рассказывай. сами себе. Знаешь почему? У любого человека заложен инстинкт справедливости. Это как инстинкт самосохранения. Это такой инстинкт в нас, в природе. И когда ты знаешь, что совершается несправедливость по отношению к какому-нибудь человеку, то если тебе не хватает мужества, там, заступиться, там, погибнуть за этого человека там, на улице или там где-нибудь еще, то хотя бы ты в голове для себя делаешь вывод, что этот прав, этот не прав. И занимаешь какую-то сторону. Как только твоя голова, твой мозг дал сигнал, что вот этот прав, а этот не прав, ты должен принять решение. В противном случае ты себя считаешь трусом. А ты у нас человек ментовской, вроде бы не робкого десятка. И для тебя, вот для таких как ты, это лишение квартиры, лишение пенсии, больше другим ничем не умеешь заниматься. И ты говоришь, ну ладно, обману-ка я себя. Никакое ФСБ не взрывал, это чечены. Пойду-ка я топить в крови этих чеченов. Вот ты пошел. Молодец. И вот теперь ты расклебываешь что? А мы говорили, и Дудаев наш говорил, и Масхадов наш говорил. Сегодня у нас кровь проливается, завтра в ваше... Каждый дом это в России придет. А теперь смотри, мобилизация, каждого забирают. Кто вообще даже не родился в 2002 году, в 99 году. Сейчас 2004 года детей забирают, ты это знаешь? А? 2005 года детей забирают. Они даже вообще не знали, что такое взрывы домов, что ты там где-то детей чеченских убивал. Никто не знал. А теперь едут погибать в Украину. За что? За что? За то, что вот такие, как ты, не сделали свой вопрос, слово надо было сказать. Не поеду. Чечены не убивали наших женщин и детей. Наши женщин и детей взорвали ФСБшники с Лубянки. Патрушев с Путиным. Вот надо было просто изо рта два слова сказать. А это никто не сказал. Хотя были, сказал, Трепашкин сказал, бывший ФСБшник. Литвиненко сказал, убили. Головин был такой, депутат, убили, он расследовал эти взрывы домов. Щекочихин был депутат, убили, расследовал эти дома. И вот все остальные заткнулись. Все, вот и все. Вот ваша доблесть русская. Вам главное красиво рассказать. Сказать, да вы что, ребят, это ж чечены. А там же поживиться можно, денежки заработать. И там день за два идет, там КТО, там специальная операция контртеррористическая, бабки капают. Можно чеченов подоить там на блокпосту. Нормально. Нормально, нормально. А теперь сидите, репу чешете. А это только начало, друг ты мой, сердечный. Это только начало. 37-й год у нас на дворе наступает. 37-й. За то, что я тебе сейчас говорю, людей расстреливать будут. А тогда бы не расстреливали бы. Довели страну до ручки. Что, у тебя нет слов, я так понимаю. Ты онемел. Нет, я слушаю внимательно. Я даже не перебиваю. Ты Я онемел. внимательно слушаю. Ты онемел, я Ты очень смотрю. убедительно, красиво рассказываешь. Вот. Да я занимался. Смотри, нас вторую войну, первую войну, понятно, мы отделялись там туда-сюда, конституционный порядок вы наводить пришли к нам. Вторую уже отделились, первую войну мы у вас выиграли, вы вывели свою... Ну, выиграли громко, конечно, сказано, потому что наша страна была от одного конца нашей республики, знаешь, какая она маленькая, до конца было видно, потому что ничего живого не оставили вы после первой. Ну ладно, вышли, слава богу, ушли, ну и черт с ними. Будем потихоньку восстанавливаться, заживем. Вы устроили нам просто сафари. Со всех ваших зон, как сейчас ЧВК Вагнер собирают, этих зэков, кавказцев, там черноволосых, собирали там 2-3 чеченоговорящего предателя в их банду, и они у нас криминогенную обстановку устраивали. Ну и ФСБшники, ну и у нас, не буду себя выгораживать, у нас тоже есть нехорошие товарищи, ну, совершали там похищения, преступления и так далее, и так далее. И на весь мир начали трубить, какие чечены плохие, там, третье, десятое.
И потом происходят теракты, один за одним, один за одним. А днем и ночью по телевизору чеченский след, чеченский террор, чеченский след, чеченский террор. Чечен убил, чечен взорвал. Там 20 банду ловят какую-то, там 20 человек русских, один чеченец среди них. Чеченская бандгруппа задержана там туда-сюда. Причем это чеченец там на самых последних ролях даже, ну не на последних, в середине где-нибудь. А, чеченская бандгруппа туда-сюда. И вот днем и ночью нам промывали мозги, вам промывали мозги. А потом решили, все, Путину нужно прийти к власти. Патрушев взрывает дома. И все. А потом говорят, это чечены. Все, пошли топить чеченов в крови. Ладно, ладно. Хорошо, что ты Да, хоть понимаешь. вот. Понимаешь. А есть Все еще правильно ведь- говоришь. Ну, ну, как бы. есть пришло-то ведь к чему? то даже А не... к чему пришло? А? К чему пришло-то? Все. Пришло к тому, что вы убили цвет нашей нации, самых думающих, самых образованных, самых пассионарных, которые боролись за свою А кто свободу. остался? Кто Осталась остался? субстанция, которую не хочу я сейчас произносить, которая очень, ну, которая вторичная обработки, которая вот это осталось, понимаешь, которую вы посадили вот сверху вот так над чеченцами, вот убитый, ограбленный, униженный, оскорбленный народ, вот это самое, в каждом народе есть эта субстанция, сам знаешь о чем я. Вот ее сверху вот так чеченам посадили и сказали, теперь вот ваш представитель, вот этот Кадыров, это без чести, без совести, без образования, без принципов, абсолютно аморальное существо. Вы взяли сверху нам посадили, и теперь, вот смотрите, Рамзан Ахматович представляет чеченцев. Ну как он может нас представлять? Это дерьмо, извиняюсь. Это как это может нас представлять? О чем ты говоришь? Вот и мы живем таким макаром. И ты в этом соучастник. А в Грозном сейчас, ну, вот люди, вот простые люди, те, которые вот были, ну, лишенцы в то время, а сейчас в данный момент они живут хорошо. Нет, не живут. Живут те, кто служит России, служат в ментовке, служат там в ФСБ, служат у Кадырова. Они живут хорошо. Чеченский народ живет впроголодь. Впроголодь. Плохо. В прямом смысле, как в России, как во всей России. Даже еще хуже Впроголодь. живут у нас. А? Проголодь. Абсолютно. Проголодь. Ну, да, то есть, Абсолютно. ну, Абсолютно, 100%. Я тебя не преувеличиваю и не вру. У нас одна семья живет на 8-12 тысяч пенсию стариков каких-нибудь. Там 5-6 человек живут на 10-12, на 8 тысяч рублей. Ну, где-то работают, где-то огород, там, туда-сюда, сам понимаешь. А живут вот, кого вам показывают по телевизору, это вот эти ублюдки, которые продали и родину, и мать, и все, что возможно. Ну, как всегда было в любой империи. Предателям всегда дается копеечка, чтобы они себя вольготно чувствовали. Вот так. Конечно, плохо живем. я Как тебя он? полностью услышал, полностью услышал. Услышал. Согласен или нет с чем сказал? Нет, не согласен. А ну, с чем не согласен? 99%, вот, то, что ты говорил, вот в данный момент, 99% я с тобой не согласен. Ну, в Так чем, что, в чем, в чем скажи? И извини. В чем что скажи? я, Мужество нажимаю хватит в чем далее, сказать? Потому что, нет. Не хватит. Всё, я нажимаю далее, все, зря ты говорил. Нет, значит, тебе не хватает мужества возразить просто. Что-то ты какой-то трусливый попался, Минтяра. Че, сбежал что ли? Ну, еще секунду, жду тебя, давай. Давай, реанимируйся. Ну вот, не реанимируется. Ну вот. Короче, что-то у нас произошло. Ну и так далее. Ладно. На этом наш стрим заканчивается. Все будет ичкерия.